Сегодня в Зимнем саду резиденции главы Ингушетии состоялась пресс-конференция Юнусбека Евкурова с представителями местных средств массовой информации. В ходе беседы с журналистами были затронуты вопросы различного характера. Ответы на некоторые из них в сюжете Хавы Султыговой. Последние недели богаты на события как для Ингушетии, так и для России в целом. Потому у журналистов региональных СМИ накопилось много вопросов к главе республики. Начали обсуждение с прошедшего недавно инвестиционного форума в Сочи, который для нашей республики завершился подписанием миллиардных договоров. Это еще одно подтверждение, подчеркнул глава, что в Ингушетии благоприятный инвестиционный климат. Я доволен тем, что мы все-таки по итогам этого форума, только что сегодня разговаривал с Алексеем Борисовичем Миллером, с 1 января начинается финансирование, он уже дал контакты, уже Мухарбек Ильясович уже там работает. Это финансирование ФОКа в Али-Юрте имени Лейлы Албагачевны Далгишлотлина. И буквально там в течение 10 дней начнется первый транш финансирования по линии Транснефти в рамках подписания соглашения, это в Яндере, ФОК. Это уже процесс хороший. И третье, буквально тоже на этой неделе мы завершим переговоры, посмотрим по оптико-волокновой линии. Остальное это все уже постепенно. Поэтому я доволен итогами форума в Сочи. Надеюсь, что все у нас получится. Вы посетили Свердловский перинатальный центр. Каковы были ваши впечатления от увиденного? И можем ли мы рассчитывать на то, что свердловские специалисты будут сотрудничать с нашими врачами? Потому что, как известно, у нас тоже строится перинатальный центр крупнейшего республики. Надеюсь, что в ближайшее время министр здравоохранения подпишет соглашение с руководством перинатального центра и определит тоже вектор развития нашего перинатального центра. Мы уже принципиально для себя понимаем, кто будет руководителем, принципиально понимаем, как надо готовить. Тем более вы знаете, что в рамках визита Владимира Владимировича Путина в республику дано указание до конца 2016 года завершить, ввести в строй перинатальный центр. Это довольно серьезные сжатые сроки. Любезно и Министерство здравоохранения Свердловской области, и сам руководитель перинатального центра предложили направить сюда специалистов и здесь учить уже непосредственно на месте наших. Далее собравшиеся перешли к обсуждению темы мирового масштаба, выступлению Владимира Путина на Генассамблее ООН и участию российской авиации в сирийском конфликте. Юнусбек Евкуров, как человек военный, высказал свое мнение по этой теме. Есть законная власть. Нравится, не нравится, другой вопрос. Есть законная власть, избранная власть, да, в Сирии, с которым у нас исторически есть договор. Мы выполняем свои обязательства. Это раз. Второе, конечно, как военный человек, я понимаю, что делать надо все, чтобы не допустить выстрела, применения силы до последнего. Но это не говорит о том, что мы должны из-за этих вещей сдавать свои позиции. Незадолго до поездки на Генассамблею Владимир Путин посетил Ингушетию. Тогда на совещании с участием федеральных и региональных министров глава государства поднял тему развития региона, в частности, освоения средств по федеральной целевой программе. Все средства, которые идут по линии КРСК, Корпорации развития Кавказа, по линии МИД Кавказа, по всем этим направлениям, пустить их на экономику. А с 2017 года все средства, которые пойдут по линии ФЦП, пролонгации, которые ФЦП, то ли 20, то ли 30 миллиардов, пустить их только на школы, на садики, на больницы, то есть на социальные проекты. Важно, да, я просил 20 ФОКов, 30 детских садиков. Но эти объекты, в том числе, будут идти по другим программам. Но сегодня 2-3 ФОКа. Я буквально сейчас в Сочи встречался с Виталием Леонтьевичем Мутко. Все, мы в Москве договоримся, разговариваем. На следующий год 3 ФОКа, 1 бассейн, 20 полей. Тоже этот разговор идет. Я думаю, что пойдут нам навстречу. Но мне сегодня важнее максимально быстро не столько экономические объекты, сколько социальные в плане того, чтобы образование. Далее разговор зашел о внутрирегиональных вопросах. Сегодня опять говорили о том, что полеты в аэропорту с нашего аэропорта и компании «Победа» будут восстановлены в любом случае, даже если в ущерб нашему аэропорту. И решили восстановить автостоянку возле больницы. Тоже опять с учетом населения. Хорошо, я могу открыть все эти ворота. Давайте эксперимент проведем. Всю охрану, все уберу. И посмотрим. В первую очередь, кто жалуется? Сами же те, кто туда ходит. Сука, ТЧ со стороны одного направления, Муталиева.
люди согласятся пешим. Я сейчас тоже задачу поставил. С той стороны закрыть полностью для пеших, только для персонала, который заходит туда, оттуда и выходит в том, что только персонал, и автотранспорт. Автотранспорт. А с этой стороны пешком заходит и выходит только с этой стороны. Это касается вот этого вопроса. И других направлений я Арабхановой поставил задачу социологические, социальные вопросы жизни, социальные напряженность вопросы. Из той же области Победа. Руководитель аэропорта, я ему сегодня уже сказал, не дело правительства даже решать вопрос. Процент, не процент, и как это должен глава республики решать. Мне больше сейчас волнует спокойствие людей, ежели там вот эти 160 тысяч рублей. Удобство людей. Сам тоже с руководством аэропорта, не аэропорта, а авиакомпании разговаривал. Угрозы сейчас нет. В ходе конференции Юнусбек Евкуров часто отвлекался на планшет. Позже глава региона зачитал некоторые комментарии в своей странице в Инстаграме и обратился к молодежи. Завтра, когда его спецслужбы выявят по вот этим, а сейчас уже работает. Я просто, опять же, повторяю, я много раз говорил нашим ребятам, которые там уходят в бандподполье или там где-то что-то замышляют, что если вы трое садитесь, о чем-то договариваетесь, то поверьте, двое обязательно из вас бегут уже докладывают куда надо. Просто будьте чуть-чуть поумнее, не будьте наивными. Кто-то будет закидывать там убитых детей, кто-то будет еще закидывать. Не лезьте вы туда, не ваше это дело. Не ваше. Это государственные задачи стоят. И не пытайтесь в эту машину влезть. Почему? Потому что перемолотят вас, передавят, а кричат громкие слова, там, сидя там дома в Москве или в Европе, что мы там ради Всевышнего. Ради Всевышнего не надо идти умирать. Не лезьте туда, куда вас не просят. Я просто это говорю только от того, что все-таки хочется, чтобы наша молодежь так чуть-чуть там постепенилась. Пресс-конференция главы Ингушетии длилась более 2 часов. За это время журналисты успели задать около 15 вопросов и получили на них исчерпывающие ответы. Хава Султыгова, Аслан Героев, Сунбек Аздоев, Новости 24.